Bizim studiyamızda ise Adile Aythan kıbı Musafir endi sabırsızlıkla bekleyi dostlar ve men taqdim eteyim bizim subetimizge buyurun studiyamızda Mehedin Bey Abilev o yerci pek istidatlı insan ve şimdi biz onun icadı hakkında laf edeceğiz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz yanımıza Mehedin Bey. Bağışlanız bizde böyle viktorina var. Keyfiniz nasıl? Sabahınız nasıl başlandı? Нормально. Her şey güzel mi? Güzel все, да. Peki, yaxşı. Мehедин Бей, живя в Кировском районе, Кировский район находится рядом с Феодосией, очень много раз слышала о вашем творчестве, видела ваши выступления. И все же интересно, как это все началось, как вы начали петь, есть ли у вас музыкальное образование, основная ли это ваша профессия? По специальности я закончил Ферганское музыкальное училище по классу труба. Вот. И получилось так, что проработав некоторое время, ну, там в Суворовской школе работал, да, для умственно отсталых людей, там, в колонии Макаренко работал. Ну, и в ресторане в основном опыт набрался там. Но меня больше всего к моему сердцу легло это песня. Вот моя жизнь вся заключается в этом. Это я понял, наверное, уже не знаю, как это получилось, что я общаться стал с людьми через песню. Они на меня смотрят, энергетику свою дают, я им отдаю, и мы понимаем друг друга. Я прихожу домой, мне больше хочется еще что-то такое делать. Вот вся жизнь мне в песне вся. А когда пришли к этому, когда именно вот начали петь, заниматься этим? А это получилось так, что моя мама работала в Доме культуры, ключи выдавала. А в тот момент, ну, мы маленькие дети, да, приезжают ансамбли, значит, с концертами. Но я смотрю, приехала Лариса Долина. Как распевается, там проходит, значит, многих актеров смотрел. Ну и впоследствии я уже взял, допустим, от того певца что-то, от того брал. Задача, не то, что задача у меня была. Я не хотел и не хочу ни на кого быть похожим, не хочу пародировать, никого не хочу пародировать. Я решил, не решил, у меня так получилось, что я сам себя слепил, потому что я должен, каждый человек, рожденный уже, у него свой алладан, есть голос. Просто надо развиваться. Самому уже. Учитель тебе покажет, нотную грамоту даст, но вовнутрь он тебе отверточки не подвернет там. Все ты должен это все сам делать. И я так решил. Ну что, с детства началось все. Я так понял это. Ну как понял, я уже. Так она и вышла. То есть даже такой вопрос. Мehедин Бей, в каких конкурсах вы участвовали? Ваши самые большие победы? Самая моя большая победа, я победил себя. Я себя победил, комплекс был сильный, боялся, что-то маленький рост, там, а там такие голоса там выходят, там, значит, такие. Ну вот сколько раз в Симферополь приезжал на X-Factor, регистрировался. Ну никак, формат не тот, возраст не тот, несколько раз. А потом уже у нас там в Феодосии, значит, проходил конкурс, отборочный этап чемпионата мира по караоке. Но сначала прошел первый этап Нововоршина, потом приехал сюда, здесь тоже, в Симферополе тоже комиссия отбор делала, уже отправляла в Одессу на чемпионат мира. Это первый был. С Голландии продюсером Алекс Матиев был там, значит. Ну, меня мэр города отправил, помог, в финансовом отношении. Ну, многие помогали, там, Мишаня, давай, бросай, там Мehedin, Миша, давай, вперед, огонь, за наш полуостров, там, поехал. Ну, пришел, пой, говорит, что поешь? Ну, пою, значит, начал петь. Ну, одна встала, ушла. Ну, думаю, все, Феодосия, Одесса, Симферополь, билет опять домой. Он берет, очки вытирает, тут уже красное тоже вышло.
А я пою и пою. Там полтора куплета дают, и все только. Пою, пою. Он встал. Так, что поете еще? Я говорю, я обещал в Симферополе на иностранном спеть. Так как ребенок, на иностранном. Так, что по этим названиям? Вот это, вот это. Это на полуфинал, а это на финал. Но я же не прошел еще, говорю, на полуфинал. Так, мужчины вышли быстро отсюда. И вышел на полуфинал, и на финал, стал чемпионом. В Болгарию отправляли, дали где-то. С женой, с супругой дети на Золотые пески, значит. Ну, в Голландию, естественно, попала там Оля Пастухова. Там мне уже сколько, за 50 уже там было. И мужчина, что дядя Миша, я 5-е место по миру заняла. Ну, там, извините, там формат, там действительно там был, да. Вот это вот самое. Ну, потом прихожу, значит, только с этого проекта. Занимаемся опять, приходят 2 человека. Молодой человек, вы не хотите, говорит, участвовать в проекте Константина Меладзе? Я говорю, как? А что, можно, что ли? Ну, взяли, значит, это мои данные, отправила, значит, клип маленький, небольшой. Месяц ждите. Через неделю вызов. Вы прошли на 2-й тур. Мамочка моя. Ну, думаю, все. Сергей Николаевич, отпустите меня. Слушай, татарин, ты ж только с первого, с чемпионата мира приехал. Ну, к Меладзе надо поехать, Константин Иванович. Бегом, бегом. Приезжай. Ну, вот это радостные моменты, девочки, ты знаете, такое необъяснимое. Вот это вот. Медин Бей, вот вы сейчас сказали, исполняли такие песни, такие, а что вы на самом деле поете? Что больше всего нравится? Что больше всего вам нравится? Народные, иностранные песни, эстрада? Не, или эстрада. поете и то, и то? А мне, вот что мне вот сюда зайдет, я то и пою. Неважно. Вот сейчас вот, Аллах шкур, я уже боялся только башландам анатилинден ирламая, потому что это сложное, это не просто так взял и спел. Я тут тоже с преподавателем по литературе разговаривал, какой основной наш певческий язык. Вот, говорит, она уже не знала, как объяснить. Вот как тебе, когда тебе мама родила, вот как ты запел, что у тебя есть, вот так и пой. Ну, вот такая школа у меня была, меня никто не обучал. Я сам запел башланд, ну, вроде получилось. Вот если сегодня возможность такая будет, я хотел бы спеть эту песню, которую автор Рустем Халилов со Старого Крыма. Я говорю, разрешите мне спеть ее? Конечно. Но я у него спросил, потому что не имею права без автора петь. Он говорит, мой день, ну, если желание есть, спой, говорит. И вот в процессе вот передачи, если вот минуточка выйдет, я просто хочу это людям... Да, мы это оставим на закуску, как говорится, на десерт. Медин Бей, как вы развивали свой талант, когда был тот переломный момент, когда, бросив все крымские татары возвращались на родину, на самое святое, самое дорогое? Как этот переломный момент состоялся в вашем творчестве? А мне повезло случайно, что ли. Я здесь был как раз, в Симферополе. Там по приглашению мы уже приехали же. И я один приехал без семьи на разведку. По приглашению приехал. Ну, конечно, нужно было жить. Во-первых, надо устроиться, обустроиться, участок где-то, как что-то. Вот. Значит, там у нас в Феодосии ветераны приехали с пригласительными. Что делать? А мы с братишкой взяли эти пригласительные, приехали сюда в исполком. В общем-то, по съемке, все геодезия, все это надо было гарантийное письмо, чтобы оплачивали, потом дом построить. Ну, все это я прошел, все. Вот. А мысль-то была. Идешь на участок, поешь про себя, а где работать? И тут, получается, знакомый музыкант. Что делаешь? Да вот, говорю, в Южном, говорю, дали 8 соток. И как что теперь разобраться? Как материал купить? Работать где-то надо. Феодосийский ДК мне приводят, значит, вот, говорит, наш певец есть, там туда клавишник. Ну, тоже владею немножко так. И пошел, 1,5 ставки дали, потом суду взял и дом построил. Вот так вот. Машалла. Просто повезло мне вот так. Дом построил, не достроил, правда, но потом уже семью привез. Уже вот, как и все.
Мейдин Бей, к сожалению, наше время ограничено. Все, я понял. Сейчас мы знаем, вы приготовили сюрприз для наших телезрителей. Но прежде всего, в конце нашей беседы хотелось бы вас попросить. Вы неоднократно в течение нашей беседы сказали, что вы прежде всего победили над собой, побороли свой страх. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, которые, возможно, тоже имеют какой-то талант, но боятся его развивать в себе? Что бы вы хотели пожелать? А что? Ребята, взрослые, молодые, кто бы ни был. Вы вот, как, откиньте все это. Откиньте все это. И все. Это не боязнь. Боится человек в том случае, если он не знает ни текста, ни минуса, ни мелодии. Общайся, пой для сестры, для брата, для кого-то пой. И больше общайся с людьми. Когда ты будешь больше общаться с людьми, ты сам себя переборешь. Вот это, не бойтесь ничего. Труд, труд, труд. Над собой работайте больше, понимаете? Вот все. Ничего сложного нету. Не стесняйтесь, подходите к преподавателю, друг у друга спрашивайте. Взаимно должно быть все это. Никакого страха не будет. И потом уже как-то... Все это через это прошли. Мы желаем вам творческих успехов. Рады были вас видеть у нас в гостях. И сейчас с нетерпением ждем ваш сюрприз. С удовольствием. Эбет субетіміз сонына етті. Ама ән бөле бір бекленілген сюрприз огде. Шын үшін бәрі-бәр дінлейік. Yurtsuz kalmasın, vatanı da yaşasın. Kimse yurtsuz kalmasın, vatanı da yaşasın. Kaldı sabırsız evler, doldu koz yaşı gözler. Kaldı sabırsız evler, doldu koz yaşı gözler. Doldu koz yaşı gözler. Sürgün oldu Tatarlar, kaldı mezar baştaşlar. Sürgün oldu Tatarlar, kaldı mezar baştaşlar. Milletim korla korge, arpa gibi sepilge. Milletim korla korge, arpa gibi sepilge. Arpa gibi sepilge. Sürgünlükte kaldılar din kardeş vatandaşlar. Sürgünlükte kaldılar din kardeş vatandaşlar. Kaytınız kram bekler
сызна, Крым татарның ватаны. Қайтыңыз Крым беклер сызна, Крым татарның ватаны. Крым татарның ватаны. Крым татарның ватаны. Çok sağ olunuz ve mına Türkiye'de yırılған ағаныңыз кыбы. Қайтыңыз Қырымсызны беклей ватанда yaşanız ve bizim тілімізні, bizim medeniyetimizni, bizim urf adetlerimizni urmet etiniz saygılı vatandaşlar. Yayınımız ise devam eten elbette bizim Anya Nevi rubrika.